Ну что, друзья, добрый вечер всем тем, кто вместе с нами на просторах интернета следит за нашим шоу. Мы рады приветствовать вас на нашем онлайн-шоу «Жирлыкали мотором». Это шоу, где известный артист татарской эстрады ищет свою вторую половинку. Однако не все так просто. Наш артист не видит претенденток, которые будут бороться за его сердце. И впереди у участниц 3 раунда, где им придется побороться за сердце нашего героя. А вот что именно ждет наших участниц, мы с вами узнаем уже совсем скоро. И сегодня, друзья, у нас уже 5-й выпуск нашего онлайн-шоу, на котором я приветствую всех тех, кто к нам, возможно, присоединился только что. Всем желаю приятного вечера. И звездный гость нашего 5-го выпуска. Встречайте, друзья, Марат Ярулин. Аплодисменты. Привет, дружище. Как дела у тебя? Все круто. Отлично. Так, ну что, рассказывай вообще, вот, как получилось так, что ты оказался на нашем шоу сегодня здесь? Потому что я очень хочу найти свою любовь. Вот так вот. Ты истинно пришел найти свою вторую половинку. Отлично. Слушай, я знаю твои треки, я знаком с твоим творчеством, пускай не так глубоко, но я все-таки знаю и периодически слушаю и твои треки в том числе. Хотелось бы узнать, откуда ты берешь музу, если у тебя нет второй половинки? Ну, я вдохновляюсь, во-первых, фильмами, другой музыкой, историями моих друзей, ну и очень много же замечательных авторов у нас на татарской эстраде. Слушай, совсем недавно я узнал такую новость о том, что у тебя вышел новый альбом. Да, буквально, по-моему, недели полторы назад, верно. Слушай, ну классно. Слушай, я предлагаю прямо сейчас открыть наше шоу именно хотя бы одним самым ярким треком из своего нового альбома. Вообще, с удовольствием. Отлично. Ну что, дамы и господа, Марат Ярулин, сегодняшний участник нашего онлайн-шоу. Поехали.
Шикарно, друзья, давайте поаплодируем. Да-да-да. Сегодня, кстати, тоже здесь у нас сегодня очень большая съемочная группа. Ребята, ты видел, да, то, что ребята все поддерживали, припевали тебе. Всем спасибо. Классно. Так, слушай, нам всем интересно, особенно, Марат, я думаю, тебе безумно интересно, кто же сегодня пришел побороться за твое сердце. Уже давно пора уже. Время. Слушай, но мне не терпится. прежде чем мы узнаем, кто же эти отважные девчонки, скажем вот так, да, мы должны посмотреть презентационное видео от тебя, которое ребята готовили специально для того, чтобы, ну, это мы друг с другом знакомы уже, да, то есть я про тебя тоже многое что знаю, и твои фанаты, а ведь есть и те люди, которые, возможно, не следят за твоим творчеством, и для того, чтобы они узнали тебя более конкретно, прямо сейчас то самое видео. Поехали. Оп, отлично. Не знаю, наверное, какой-то искренности, возможно, харизмы, вот. Возможно, того, чего еще я не встречал в других девушках. Вот. Короче, в первую очередь, какой-то изюминки еще, наверное. Мне часто его задают, и я на него, наверное, не смогу прям конкретно ответить, потому что я хочу быть с той девушкой, с которой вот те ощущения, которые будут с ней вот рядом, да, чтобы мне хотелось их повторить снова и снова. Нету какой-то конкретики, что она должна делать, какой она должна быть. Не знаю, это очень сложно объяснить. Вот ее нет, все, значит моя. Доброта, искренность, чувство юмора. Что еще? Я еще петь умею. Вот. Ну, наверное, это сложно назвать, типа, готовкой. Ну, так, что-нибудь закинуть на сковороду. Там, как обычно, типа, яйца, может быть, там, еще что-нибудь. Ну, в плане, короче, нет, если честно, то я сам редко готовлю очень. Не потому, что, типа, я не знаю, не умею, ну, на самом деле, нифига я не умею готовить, откровенно говоря. Вот, яичницу максимум. Вот, а еще, пасту могу с креветками, ну, там вообще не сложно. Но рецепт не буду сейчас уже говорить. Там, как бы. Так я живу, получается, между братом и сестрой, и как бы там на завтрак, на обед или на ужин, как бы я залетаю к ним постоянно, заезжаю. Вот. Ну или там, по кафешкам каким-нибудь, когда получается. А важно, чтобы девушка умела готовить? Это важно, это действительно важно. Вот. И особенно перемет, чтобы она готовила. Вообще есть любимое блюдо какое-нибудь у тебя? Я обожаю хинкали. Да, я обожаю хинкали. Ну, помимо, конечно, нашей татарской кухни, я ее очень люблю. Все, что мама готовит. А так я очень люблю грузинскую кухню. И, я еще люблю все, что вот это, типа, вьетнамское, такое, кислятину немножко, том-ям, вот, фобо, такие штуки очень обожаю. Вот. Короче, козлар, девчонки, обязательно, чтобы перемять, чтобы прямо 100%, чтобы вы умели готовить, это важно. Вот. Мне кажется, чтобы оно было максимально вот, и естественным, искренним, свободным. И неважно, на самом деле, где оно будет. Главное, чтобы оно было вот таким максимально открытым, чтобы, я не знаю, чтобы не было каких-то зажимов, и чтобы было комфортно. Вот это, наверное, самое, идеальное свидание, мне кажется. Тоже сложно сказать, идеальное свидание, какое оно может быть.
как можно сказать, идеальное свидание или... Ну, хотя нет, можно, наверное, все-таки, да, бывает же, ну, такое себе, да, хочется уйти из свидания, такое тоже бывает, вот. Слушай, ну, было, да, ну, наверное, было, сейчас я вспомню. 2 hours later. Точно, было одно свидание, где, типа, ну, я встретился с девчонкой, и она, ну, просто как бы смотрела и практически ничего не говорила. Я говорю, ну, ты как, говорю, все нормально? Да, она говорит, да. И я ей говорю, и она просто молчит, ничего не говорит. Причем у нее глаза такие, ну, максимально удивленные, как будто, я не знаю, как будто она с луны свалилась, типа, я не знаю, впервые на свидание пошла. Вот. Но бывало, что да, приходилось там, я не знаю, кого-то даже просить, сказать, братан, там, набери, типа, надо, ну, надо, типа, слиться. Ну, извините, ну, реально, как бы, ну, было такое, ну, может, один раз, как бы, приходилось уходить даже со свидания. Ну, вот прям настоящая любовь, наверное, самое первое, это... Ну, что-то мне сейчас 28, да, было 21, наверное, да, вот я встретил девушку. Интересная история, на самом деле. Я выступал на свадьбе, и после этого я увидел в Инстаграме видео, где меня отметила какая-то девушка, в общем. И я смотрю, что, ну, как бы, я думаю, девушка, как бы, ну, ладно. Типа видео, ладно, ничего страшного. Ну, зашел на ее профиль, просто посмотрел там, ну и вышел. Через какое-то время, там, не знаю, может быть, через неделю, может, через 2, это видео мне снова попалось. И я зашел на страницу, посмотрел, что за девчонка, и, ну, мне как-то стало интересно. И мы с ней начали переписываться просто, как бы, вот, ну, типа, привет, как дела? Ну, как обычно. И с ней встретились как, ну, вот, на 3,5 года практически. Вот. А все началось с того, что, как бы, да, там был такой момент, что они даже не должны были на эту свадьбу. Не то, что не должны, они не хотели, как потом сказали, что даже не хотели быть на этом мероприятии. Не то, что сейчас. Они 50 на 50 должны были либо пойти, либо не пойти на это мероприятие. Вот, с семьей. А получилось так, что вот мы с ней как-то вот законнектились. И, ну, наверное, это были такие, наверное, самые такие серьезные отношения, 3,5 года, я считаю. Вот. Ну, время идет, все меняется, и сейчас мое сердце там пусто, пустое, открытое, в общем. Не делайте мозги молодому человеку. Не, на самом деле, мне кажется, вот этот вопрос такой, что не должна делать девушка. Ну, не знаю, мне кажется, вот этот момент беспокоит многих, когда там начинают девушка или парень, там, неважно, переходить на такое личное пространство. Мне кажется, вот этого не должно быть. Должны быть все равно границы каждого. Вот. Блин, сейчас на самом деле столько музыки выходит, и очень много. И в целом каждая о любви, и даже не успеваешь на самом деле как-то вот... В общем, ты слушаешь песню, тебе она нравится, и буквально через какое-то время выходит уже новая песня, да, там, на следующий день, и ты уже слушаешь ее. Но мне нравится песня Меладзе, очень красивая. «Я не могу без тебя», вот, это крутая песня. Я ее могу всегда, ну, не как всегда, ну, блин, когда есть настроение, я ее могу всегда послушать. Но она классная, на самом деле. Да вы что, серьезно? Блин, хороший вопрос. Под Моргенштерн... Нет. Блин. Ну вы, ребята, вообще, конечно, такие вопросы задаете. А у тебя была свадьба? Ты женат? А у тебя под какой год? Я не думал, но мне кажется, под какой-нибудь, скорее всего, под мою. Да. Просто моя жена скажет, а давай ты будешь петь и танцевать? Я скажу, да, конечно.
Блин, я вот тоже не думал, если честно, об этом. Ну, под какую-то медленную, по-любому, песню. Под свою. Не знаю, может быть, если... может, она же может быть, типа, этот, как его, не, ну, односторонний, да? Ну, типа, можно, ну, татарскую сказать, да? Вот? Даже, ну, почему вы мне не сказали сразу? Я почему за это? Моя, я очень люблю Салавата, ну, как и все, Салавата Фатхуддинова. И я обожаю песню, самая любимая песня о любви, ну, такой, о грустной любви, наверное, безответной. «Катнасим» называется. Вот. Обожаю эту песню, могу ее всегда слушать. Девочки, я вам всем желаю удачи, не переживайте, я вас всех буду слушать. И я надеюсь, сегодня я уйду отсюда со своей второй половинкой. Удачи вам. Ну, главное, чтобы ты умела готовить перемять. Все. Слушай, Марат, мне понравилась эта, конечно, твоя фраза, с которой там, ну, заканчивал это интервью, да, касаемо того, что должны уметь готовить девчонки. Перемяч. Ты действительно такой любитель перемячей? Да, мне кажется, это вообще отдельное искусство. Те, кто придумал перемяч, это вообще надо памятник поставить. Серьезно, прям твоя любимая еда. По тебе не сказал. По мне, да, можно сказать, то, что вообще официальное лицо казанского перемяча. По тебе больше скажут, что ты хинкали больше любишь. Ну, если без Такой большой хинкаль такой. Отлично. Так, ну что, друзья, мы с вами продолжаем далее. Приветствую всех тех, кто к нам, возможно, только что присоединился. Это наше онлайн-шоу «Жирлык Али Моторым», где сегодня Марат Ярулин выбирает себе вторую половинку. И, между прочим, мы видим прекрасно то, что Марат в данный момент наших участниц не видит, искать он их будет, ну, и выбирать непосредственно. Искать, да. Возможно, будет и искать. Придется после этого всего. Да, выбирать Марат будет у нас себе вторую половинку исключительно обосновываясь на какие-то, ну, такие моменты в рамках наших конкурсов. И по голосу. Голос для тебя много значит, кстати? Что? Голос девушки. Да, конечно. Много значит. Обязательно, да. Все, отлично. Так, ну что, и прямо сейчас мы с вами, друзья, обращаем внимание, ну, если смотреть от мониторов, по правую сторону находятся наши прекрасные красавицы, которые пришли побороться за сердце нашего Марата. Вот они, наши участницы. Давайте поприветствуем их аплодисментами. Отлично. Мы с ними обязательно познакомимся чуть позже, более ближе, но перед этим я подробнее расскажу о механике нашего с вами шоу. «Жирлык Али Моторым» — шоу, в котором известный холостяк, певец или незамужняя певица выбирают вторую половинку. Услышав только голос участника, всего будет 3 раунда, по истечению которых артист выберет участницу, которая ему понравилась больше всего. Так что, Марат, на тебе, ты понимаешь, да, какая ответственность? Тебе интересно, какие конкурсы будут? Интересно? Конечно. Первый раунд. Итак, артист задаст каждой из участниц по несколько вопросов, а те, в свою очередь, должны будут на них ответить как можно креативнее, но и не забывая о том, что где для тебя искренность важна. Ну, конечно, а для тебя нет? Ну, естественно, то есть, ну, когда бывает вопрос не до конца искренний, да, ответ, точнее, бывает, не до конца искренний, но с юмором это лучше. Обязательно. Периодически. Так что, девчонки, можно и юморить. Марат у нас такой, я думаю, вы в курсе, да, про него? Да, я люблю юмор. Отлично. Еще второй раунд, который тебе, наверное, понравится больше всего, это тактильный. Раунд мы завяжем тебе глаза. Вот девчонки с тобой должны будут станцевать медленный танец. Как ты вообще к медлякам относишься? Отлично отношусь. Любимый мой танец вообще медленный. Серьезно? Давно танцевал медляк? Ну, я думаю, не знаю, может быть, пару лет. Нет, ну на самом деле, может, не помню, полгода назад. Отлично. Полгода назад. Кто это был? Сразу кто это был? Ну, девушка была. Все, это самое главное. Так что, девчонки, все нормально, все хорошо. Итак, и третий раунд, который, наверное, мой любимый раунд, это творческий раунд, где девчонки приготовили уже... Ничего, что я говорю так, девчонки, да? Конечно. Там уже не старушки, наверное. Ну не, девчонки, нормально все хорошо. Я выбирал, как говорится. Ты сам подбирал.
Да, Хорошо. на свой вкус и цвет. Посмотрим сейчас. Так, хорошо, третий раунд. Наши участницы подарят творческий подарок, который они подготовили специально для тебя, Марат. Так что ты должен будешь это подарки? оценить. Да. Ничего. Творческий подарок. Творческий. Не денежный. Не денежный. Хорошо, отлично. Я за этим следил, поверь мне, Всё. чтобы не было никакого подкупа. Участница, которая по истечении 3 раундов больше понравится артисту, будет той самой избранницей, которая споет вместе с тобой песню дуэтом здесь, на нашей сцене, в рамках онлайн-концерта. Это очень круто. Отлично, хорошо. Так, ну и я думаю, друзья, настало время познакомиться с нашими участницами немножко поближе. А давайте заставочку прямо сейчас. Оп-оп-оп-оп. Заставочка пошла, хорошо. Ну и вот они, наши участницы, с которыми мы прямо сейчас будем знакомиться. Итак, участница номер 1. Девчонки, в микрофон. Представляемся, говорим, сколько лет, где живем, где родились, почему не в армии. Хорошо? Договорились? Итак, участница номер 1. Камила, я знаю, тебя зовут, да? Камил, привет. Хайрликич. Ух, ничего Да, себе. меня Самосос- зовут Камила, мне 20 лет. Я учусь в Институте культуры. Я родилась в Апасском муниципальном районе. Сейчас живу в Казани. Я помимо учебы еще веду мероприятия, концерты. Люблю кататься на коньках. Также писать песни и играть на музыкальных инструментах. На каких именно? Фортепиано и гитара. Ну, мы с тобой здесь практически коллеги. Я тоже периодически веду мероприятия и периодически играю на гитаре. Приятно познакомиться, Камила. Отлично, аплодисменты Камиле. Аплодисменты, хорошо. Участница номер 2, Наиля, привет тебе. Привет, привет. Ну, рассказывай. Меня зовут Наиля, мне 24 года. Я уже не учусь, работаю на детском телеканале Шайн ТВ. Да. Опять коллеги, да? То есть Да, но закончила институт культуры также. Да. Я сама с Нижнекамска, сейчас живу в Казани. Тоже занимаюсь творчеством, пою. Вот, тоже такие творческие личности. Все, классно. Аплодисменты, Наиля. Оп, поаплодировали, классно. И участница номер 3, Диана. Всем добрый вечер. Привет. Меня зовут Диана, мне 24 года. Я из Башкирии, отучилась в музыкальном колледже по специальности русский народный вокал. Моя мечта — открыть свою музыкальную школу. Сама пишу песни, как на татарском, на русском языках. Классно. Давайте поаплодируем, прекрасная Диана. И, в принципе, поаплодируем всем нашим девчонкам. Так, подожди, Марат, у тебя какой-то вопрос был? У меня нет, просто, по-моему, шикарно все. Шикарно. Мне уже все нравится. Все, ну я говорю, я старался. Я Ты старался. молодец, Да, ты отлично, молодец. все. Так, ну что, и прямо сейчас, друзья, в первом раунде Марат у нас будет задавать вопросы нашим участникам. Они должны будут на них ответить. По итогу раунда Марат выберет участницу у себя в голове. Выберешь, поставишь ей такой лайк. Мгм. Да, понимаешь, да? Да, конечно. А можешь там как-то на видео поставить сердечко? Нет, нельзя, Да. я знаю. Сейчас Конечно, же, знаешь, так, что нельзя. сейчас же так лайки ставят, да? Прям? Ну, наверное, так примерно. Так вот. Класс. Если ты, Марат, готов, Да. тогда я предлагаю начинать. Итак, первый вопрос. Девчонки, слушаем В внимательно и общем, отвечаем. я неделю не спал, готовил вопросы, ходил к гадалке, узнавал лучше, какие вопросы девушки задавать. Потом всей семьей собрались. Короче, вопросы не я один. Окружил придумал. себя родителями, женой, Да, детьми. там как бы все семейство, и еще в деревне собрались все, потом собрание было, как бы вот. И сейчас я буду задавать. Первый вопрос. Что для тебя самое главное в мужчине? Мгм. Что для тебя самое главное в мужчине? Можно буду дублировать, да, девчонкам? Хорошо, Камил. Для меня самое главное в мужчине, наверное, это, конечно же, решительность, умение брать ответственность, как настоящий мужчина. И было бы классно, если бы он был романтичный. Я ценю креативные, такие милые свидания, чтобы мужчина реально старался не удивить каким-то дорогим подарком, а именно со своим творчеством, своим креативным мышлением. Отлично, Камила, спасибо. А если, Ага. ну, мужчина немножко романтик, как бы, ну, не прямо сильно, ну, вот немного прямо романтик. Нормально или нет? Я ему помогу. Нормально. Нормально все будет. Хорошо. Итак, Наиля. Я также ценю в мужчине это упорство, честность, чтобы он был настоящим мужчиной. Можно было бы положиться на него, как за каменной стеной, как говорится. Также, чтобы он ценил не только меня, но все равно и как бы моих родителей. Сейчас, ну, как бы
На будущее смотря. Ну, уважение к родителям, да. Да, да, естественно, да. не обязательно. Вообще уважение к взрослым. Да, да. Мгм. Ну, как он будет относиться ко мне, я надеюсь, потом он будет также относиться ко всем, к моим людям. Ценил не только меня, но и мою маму, да ведь? Но не в такой степени, ну да. В первую очередь. Все, отлично, хорошо. Так, отлично. Мгм. Диана? Для меня, наверное, в мужчине самое главное – это уважать свой выбор. То есть, чтобы он уважал свой выбор. Если он уважает свой выбор, то он уважает и остальных, и свою девушку, конечно же. А ответственным должен быть, верным, искренним, также романтичным. Для меня это очень сильно важно. И мне, так сказать, очень важно тактильные ощущения. Вот так вот. Вот сейчас второй раунд будет самый раз. Мне кажется, вот второй специально для тебя. Отлично, вот так вот. Не Урок для тебя. философии от Дианы закончен. Отлично, да. Второй вопрос. Второй вопрос. Давай. Так. Скажи мне, пожалуйста, свои самые лучшие и самые худшие качества. Лучшие и худшие качества в вас самих. Вот так. Давай, Камил. Так, нужно подумать. Сложно сказать, на самом деле, когда со стороны же не можешь все посмотреть. Я прямолинейная. Это, думаю, можно отнести как к минусам, как и плюсам, но я всегда скажу правду человеку. Я думаю, не стоит лгать, не люблю ложь. Также... А если ложь во благо? Немножко прибрал. Ну, в любом случае, обычно решает разговор. Вот, я думаю, что разговор — это лучшая состоящая из, отношений, составляющая, вернее сказать. Также, что касается моих плюсов, я вкусно готовлю, особенно татарскую кухню. Особенно перемещ. Да, перемещ тоже я умею готовить. Ну все, тогда заворачиваем. Все, тогда, девчонки, все, расходимся. Вам огромное спасибо, Погнали. девчонки, что пришли, что потратили время на нас. Марат, я тебя поздравляю. Всё, спасибо. Ребят, сворачиваемся, все. Шучу, конечно, нет. Я думаю, все не закончится еще. Мы еще помучаем и Марата, и девчонок, да? Также я очень люблю ставить себе цели. То есть я целеустремленная. Если я поставлю цель, то обязательно это надо достичь. Что касается из минусов, бывает, я опаздываю, но я над этим работаю, стараюсь. И третий минус во мне. У меня есть такое качество, я болтушка, то есть я очень люблю разговаривать. Ну, это не про тебя когда-то говорят, потому что болтун — находка для шпиона. То есть, бывало такое, что какие-то тайны выдавала, возможно, свои. А когда спишь, тоже болтаешь или нет? Нет. Нет? Ну, тогда хорошо. Ладно, я хотел сейчас немножко продолжить. Продолжай. Давай. В твоих руках все. Отлично. Камил, у тебя все? Да. Все, огромное спасибо, аплодисменты. Давайте, Камиле, за откровенный такой разговор. Отлично. Неля, давай. Камила первая так все говорит, такая думаешь, я же то же самое хотела сказать. Абсолютно согласен с предыдущим оратором, и вообще Камила моя сестра. Нет, нет. Если сказать про мои хорошие качества, я коммуникабельный человек. Я очень хорошо иду на контакт, легко иду на контакт со всеми, могу найти общий язык. Также я тоже люблю добиваться своих целей. Конечно, не всегда это получается из-за моего плохого, это из-за лени, наверное, как говорится, да, лень у всех присутствует она. Это какая-то не очень хорошая сторона моей личности. Также, что я могу сказать еще о своих плохих личностях, если перейти, то это мой язык идет впереди меня, впереди моих мыслей, такое тоже есть. Это у всех творческих людей, я хочу сказать. Да? У Марата тоже, скорее всего, так же. Что? Я прослушал. Не-не-не, я все слушаю. Очень было Это интересно. Камиле, да. Он же с Нет, Камилой. я просто задумался. Ты когда про язык сказала, я задумался. Уф, тихо-тихо. Не, я в хорошем смысле имею в виду. Вот, да. Все, отлично. Ну, я также люблю готовить, кушать, поэтому пермичи умеет делать не только Камила. Отлично. Я думаю, смотрите, у нас же все равно шоу когда-то подойдет к своему логическому завершению, да? Давайте следующее шоу откроем именно с нашими участниками. Кулинарное шоу какое-нибудь онлайн. И пускай им в онлайне все готовят. Ведущего менять не надо. Все, конечно. Хорошо. Я буду, причем это будет тот самый случай, когда ведущий
полностью подходит под тематику онлайн-шоу. Думаю, да? Отлично. Так, дальше. Что у тебя еще, Иля? В принципе, все. В принципе, все. Отлично. Аплодисменты на Иле. Шикарно. Диана, давай. Ну, начнем с того, что я искренне, честная. Я люблю творчество, то есть я люблю заниматься чуть ли не каждый день творчеством, но, наверное, есть минус в том, что я люблю одиночество. Ну, то есть уединиться. Поплакать. Поплакать. Осенним Бывает, дождем кстати, сесть. да, почему бы и нет. Да, поставить клип певицы Алсу, сесть на подоконник под дождь, укрыться теплым пледом и с чашечкой какао. Да. Нет, на самом деле я разносторонняя, я могу и поплакать, и с друзьями, например, провести время. Также я, как вот тоже сказала Камила, я прямолинейная, тоже я вот считаю, что можно отнести как и к хорошим, да, к плюсам, так и к минусам. Ну, думаю, все. Отлично, давайте девчонкам всем поаплодируем. Следующий вопрос мы частично, насколько я понимаю, да, мы его затронули. Да, это самый важный вопрос. Да. Ладно, я Для шучу. меня. Для тебя? Ну, Да не конечно. только для тебя. У тебя же просто будет с кем-то из девчонок романтическое свидание. То есть- Серьезно? Да, конечно. Правда? Ты не знал об этом? Нет. Конечно, будет обязательно. Ничего себе. Хорошо. Творческая команда просто вот нашего шоу. У меня к вам вопрос. А у нас вот участники, они вообще в курсе, что происходит? Они вообще в курсе, Нет? что они пришли вообще, да, куда? На шоу, да? Конечно, Вот. нет. Просто гуляли по улице Баумана в Казани, такие, опа, иди сюда, да? То есть у нас есть Марат и Руль. Показ чисто твою фотографию, причем не говорят, что певец. Девчонки, как вам? Так. Нормально, все, пойдем. Сойдет, Всё да? хорошо. Не так это было, конечно. Более подробную информацию о том, как можно поучаствовать в нашем шоу, можно будет найти на просторах интернета. В конце я обязательно скажу. Так что, ребята, участвуйте. Так, ладно, хорошо, вопрос. Давай. Можно, да? Да, конечно. Спасибо. Нет, что. В общем, каким кулинарным шедевром ты можешь покорить меня? Перемещи называем. Да, всё кроме. Да, кроме. Давай. Кроме. Я сама с детства очень люблю манты. У меня мама готовит превосходные манты. Естественно, я узнала все ее секреты данного рецепта. И я смогу тебя удивить именно вкусными манты. Манты в студию! А с каким, а ты сама любишь вообще манты? Да, Любишь, я да, уже получается? говорила. Ты сказала, да. Я просто когда ты говорил, я представлял эти манты, вот, и ни о чем больше не думал. А с чем, понятно, что там. А ты можешь мне рассказать, что нужно для того, чтобы приготовить манты? Естественно, мы готовим тесто. Тесто из чего готовить? Подожди, здесь вот важный момент, между прочим. Вот, Я да, как человек, да. который тоже готовлю, я знаю, как готовить манты. То есть давай, вот мне Офигеть. интересно. Давай, вкратце. Мука. Яйцо. Мгм. Вот. Также сметана порой. Мгм. Естественно, у нас заготовленный фарш. Мгм. Картошка со своей грядки, между прочим. Со своей. Да, у меня в Апасто есть дом, где у нас есть свой огород, свой сад. Собственно, потом мы это все готовим в мантыварке Мгм. и даем. На родниковой воде. Обязательно. Сама сходила, в ведре принесла с коромыслом. Да, я и так могу. Здесь у нас недалеко родник. Ну и все хорошо тогда. Так что выбирайте меня. Ага. Я приглашу вас в Апасто. Причем, понимаешь, Угощу и манты, и выбирайте. пюремеш, Мы вдвоем с тобой выбираем сегодня. и яблочные пироги. Все, отлично. Манты нас сблизят, да? Я так полагаю. Ай-яй-яй-яй. Хорошо, отлично. Не, я принимаю такое. К чему катится наше шоу, да, вообще? А К я вот еде. нет. Хочешь, я быстренько расскажу, как я готовлю? То есть Это- я добавляю все то же самое, только в тесто я добавляю еще столовую ложку майонеза обязательно. Да, конечно. И мясо не фарш заготовленный, а рубленое мясо. Причем, ладно, все, поехали. Все, это я уже про другое шоу. Давай дальше, Неля. Чем ты удивишь? Кулинарный шедевр какой у тебя будет? Чтобы покорить сердце Марата. Я больше, наверное, возможно, не татарской все-таки кулинарии. Ну, может, мясо по-французски, более европейское. У меня коронные блюда — это вторые блюда. Вторые блюда. Да. Хорошо.
Мясо по-французски принимается? Очень вкусно. Получается, тебе нравится все европейское, да? Ну, Нет. такое. Нет, я бы не А что сказала. ты еще любишь? В плане еды Да. я также люблю и манты, и беляш. Ну, готовить, имею в И- виду, что ты... Готовить үш-пишмак. Так. Үш-пишмакларны бик яратам, тоже ашарға пішіруге. Ну, Можно- а почему именно по-французски мясо? Ты лучше всего его готовишь или что? Или это связано что-то вот, я не знаю, с Францией не связано, нет. С Европой? К нет? сожалению, пока нет. Я вам больше скажу, вообще мясо по-французски с Францией вообще никак не связано. Вообще Если посмотреть никак, да? исконно, да, то есть. Ну, я так предположил. Мгм. Ты у нас тот самый главный шеф-повар. Да, я, конечно, поверь мне. Я Могу. просто люблю это блюдо и есть, и готовить, и оно мне просто хорошо получается. Последний раз, по-моему, я ел мясо по-французски, если я не ошибаюсь, лет 5 назад. Слушай, я хороший повод Ну вот попробовать. видишь, хороший да. повод. Хороший повод, да. Я тебе его приготовлю, и мы поедим. Супер, супер. Отлично. Так, ну и Диана. Диана, давай. Чем ты удивишь? Каким кулинарным шедевром? Я обожаю итальянскую кухню, тоже европейские блюда. Марат, вопрос такой. Мне. Да. Вот ничего себе. Ничего себе сразу. А может, я вообще не нужен А здесь? что Может, ты мне- вообще из продуктов любишь? А из этого ты будешь Да. говорить, да? Да, Ничего себе. конечно. Так, хороший вопрос. Что я люблю? Мясо. Мясо, хорошо. Так, овощи. Мгм. Да. Да, сломала систему. Так, что еще? Мясо, овощи. Блин, кстати, А грибы, мне грибы нравится, любишь? я люблю макароны. Макароны. Да, я люблю Вот, пасту. Вот. Я люблю- Пасту. Ну, Я- как, я ну даже пасту умею больше, готовить. больше макароны я люблю вообще. Ну не пасту, но макароны я больше люблю. Зашел в В магазин. принципе, можно и макароны сварить. Да, конечно, Нет, зашел а- в четверочку, да, и купил как бы, да, на правах Нет. рекламы. Ну да, паста дороже, согласен, макароны дешевле будет. На самом деле- Макфа, например, какая-нибудь. да? Я люблю готовить овощи на гриле, стейки на гриле люблю готовить, пасту. Но мое, наверное, коронное блюдо – это салат. Салат из курицы, грибов, огурцов, помидоров. Очень вкусно получается с майонезом. И А как называется салат? Что ты думаешь? Очень необычное название, немецкий. Немецкий салат. Да, Немецкий. А Наверное, как он называется? немецкий. Немецкий салат, Да. немецкий, понимаешь? Зиверт. Туда еще соевый соус входит. Шпидагуля. Ладно, это я что-то сказал, даже сам не понял. А что ты думаешь насчет тунца вообще? Насчет- кстати, тунец я не люблю. Он как мясо. По лицу Как мясо, Марата то может есть я люблю семгу. Семгу. Да. Ну, хорошо. Семга, лосось. Все, вытянула. В последний момент вытянула прям, да? Нет, честно. Ну, честно же. Все, главное честно, главное искренне. Все, хорошо. Она же не виновата, что я люблю консервированный тунец, да ведь? А она его не любит. Правильно? Килька обжарена в томате, то есть как бы тоже ничего, я тебе хочу Абсолютно, сказать. да. Да, конечно. Так, ну давайте следующий вопрос. Девчонкам, да, еще раз спасибо, давайте поаплодируем. Хорошо. Так, следующий вопрос. Вот тоже такой достаточно важный. Кстати, еще один вопрос по поводу еды. Как вы относитесь к казе? Козолок. Позолок. Казе. А казе это другое, да? Позолок. Нет, это казе, это казе. То же самое. Козлык Позлак это... это из конины. Да, из конины. Так, давайте узнаем, что такое казе. Скажите мне каждое прямо сейчас. Что такое казе? Сушеная конина. Сыровяленая Сыровяленая, да. конина. Так, а казалык? То же То же самое. самое. Это как это диалект в татарском языке также есть. Ну, у нас у нижегородских казе это вот как раз таки вяленое мясо, а козлык вот почему-то в Казани говорят то же самое. У нас казе, например. Хотя у нас козлык это как раз таки вот продукты, которые нужны для приготовления казе. Вот. Вот так вот. Да. Еще Ну, в дополнительное общем, название какое-то придумал. как относитесь? Кушаете, любите или нет? Очень люблю. Да, очень тоже. А вы слышите? Я вот не сейчас- люблю. А кто сказал не люблю? Кто из вас сказал не люблю? Я могу сдать тебя вообще? Я могу сдать тебя вообще? Ладно, хорошо. Да, почему бы и нет? Главное быть честным. Ну, однозначно. Так я вот о том же. Кто просто не любит, скажите, и все. Кто не любит козлок?
Диана сказала. Номер Все, три. все, сдал, Номер сдал, 3, сдал. все, Диана, отлично, Диана. хорошо. Значит, Всё, тунец хорошо. любит, Казань А сейчас любит, смотрите, понятно. вот давайте просто... А можно прям полную тишину сделать, пожалуйста? Слышите, урчит? Это у нашей редакторской группы, да? У них в животе заурчало, да? Мы не вторую половину ищем, мы просто хвастаемся, кто что умеет готовить сегодня, в конце до конца. Вот такое у нас пятое шоу получилось. Так, хорошо. Четвертый. В общем, как ты любишь проводить свободное время? Готовите. Помимо готовки, я люблю заниматься творчеством. Ага. Я живу этим. Я хочу в будущем в своей профессии заниматься творчеством. Также я творчеством отдыхаю. Пишу песни, танцую, пою. Также порой выступаю. То есть также участвовал в театрах, в спектаклях. Вот, в основном. Вопрос. Ты пишешь на каком языке? На татарском или на русском? На татарском. Отлично. Не нужно будет покупать у авторов песни. Сдал Марат, причем сам себя, он не понимает, он сам себя сдал. Да ладно, нет, ну а что? Нет, ну как есть. У каких-то авторов мы действительно покупаем, кто-то дарит. Ну, а что брать? Ну Так да. и есть. Да не певец, не знаю просто, поверь мне, то есть как это все делается. Ну, я-то это понял уже. Хорошо, окей. Так. У меня также есть и знакомые аранжировщики. Я думаю, пора закрывать наше сегодняшнее шоу, ребят, да? То есть, вообще смысл вообще. Если ты мне еще скажешь, что ты еще записываешь сама там и биты пишешь. Что студия у нее на балконе есть, да? то все, погнали, да. Это я мечтаю научиться, но у меня есть хорошие друзья, которые помогают порой в этом деле. Класс. Все, отлично. Спасибо, Камила. Неля. У меня свободного времени не так уж много, скажем так. Моя работа — это как бы и хобби, и работа. Поэтому я периодически могу быть на телефоне. Но помимо этого я люблю ходить и в спортзал, посещать. Стараюсь, чтобы это было регулярно. Также я тоже занимаюсь музыкой. Я по образованию вообще музыкант. Поэтому я тоже пою, музицирую, нахожу что-то свое, скажем так. И готовлю также тоже песни, чтобы как бы они выходили в свет. Я сейчас испугался, готовлю, я думаю, да ладно, сейчас, Нет, я тоже совместно с помощью людей, я не сама, у меня нет такого таланта, к сожалению. Ты сказала, что ты ходишь в зал, да? Да. Как часто? Это бывает сезонами. Сейчас оделись, оверсайз, здравствуй. Но как бы я неделю-два раза неделю-два раза я стараюсь посещать спортзал, да, хотя бы. Можно еще один вопрос? Давай. Ну, самый... Сколько ты весишь, да? Нет, такой вопрос нельзя задавать девушкам, если Мало, ты не знал, если да. что. Да, а вот, ну, что больше всего любишь качать? Ой, жопу. Что еще? Прикрой наше шоу! Честность, нет? Самый скандальный выпуск у нас сегодня. Просто в яблоко. Отлично. Все, хорошо, нормально. Ребят, надеюсь, вас не уволят. За нами выехали уже, я тебе больше скажу. Продюсер покраснел, я смотрю прямо на глазах. Так. Да, хорошо, отлично. Чем дальше, тем страшнее, да? Как в По-моему, сказке отлично, да. прям. Так, все. Диана, давай. Неля, спасибо тебе за ответ, спасибо. Ну, я тоже люблю заниматься творчеством. Я сама тоже пишу песни, как на татарском, так и на русском языках. Уже пару песен, в принципе, выпустила. Чаще провожу время в студии со своим аранжировщиком. Вот. Так я люблю тоже танцевать Со своим. и бегать я люблю. Интересуюсь психологией, бизнесом. То есть... Психология или бизнес? И психологией. И психологией, и бизнесом. бизнесом. Да. Ну, очень люблю проходить разные курсы, обучаться. То есть, если, например, у меня не идет с творчеством, бывают такие моменты, когда нет вдохновения, я стараюсь уделять время обучению. Вот. А татарские песни слушаешь? Такой вот вопрос очень. Татарские, честно сказать, нет. Не слушаешь вообще? Очень редко. Если прям сильно понравится, да. Я понял. А какая любимая песня на татарском? Любимых песен нет. Любимых песен нет. Ну все тогда. Все, хорошо. Спасибо. Отлично. Да, аплодисменты девчонкам за искренние ответы.
Ох, я думаю, жарко сегодня будет, да, прям? Зачем пиджак сегодня одел? Так, ну давай, Надел, Марат. надел, брат, надел. Надел. Не одел. Поверь мне, меня одели сегодня. Ладно, извини, что поправляю тебя. Нормально. Так, и пятый вопрос. Он крайний. Мгм. Не знаю, почему я его задаю. Ну ладно. Слушаешь ли ты мои песни и какая из них твоя любимая? Так, вот сейчас будет интересно. На самом деле, отвечу честно, прямо я слушал только одну твою песню. Которая была в начале. Но думаю, если ты меня выберешь, я стану твоей фанаткой. Устраивает тебя такой ответ? Что? Устраивает такой ответ? Да. Если ты ее выберешь, то да. Камила станет твоей фанаткой. Хорошо. Обещаешь выучить все его песни? Ну ты же тоже поешь, то есть на одну сцену Все сможете песни выйти прям? выучить. Концерт, правда. Прямо с первого же. Марат, когда у тебя концерт? Ближайший? Да. В Казани или где? Да и без разницы вообще, где. А сейчас через 2 часа. В Казани будет 23 октября у меня. Мгм. 15 и 16 это Перем, по-моему, если я не ошибаюсь. Такая сейчас бегущая строка появилась. прям. И потом Барда, потом 19... нет, это октябрь. 12 сентября в Уфе у меня выступление в конце. Ну все понятно. Ну насыщенный график у тебя в любом случае. Достаточно, да. Все, отлично, хорошо. Наиля? Я с творчеством немножко знакома, но не сказала бы, что я тоже до дыр слушаю песни. Я их знаю, я знаю новый альбом, вот, «Парам синь» я слышала, «Сағынырсың». Сағынырсың, так. Да. Ага. И я знаю то, что ретро-песни ты поешь, перепеваешь. Мгм. Так «Парам синь» или «Сағынырсың» больше нравится? А больше? Да. Наверное, «Сағынырсың» более эштеликле. Ага, больше понравился «Сағынырсың», да? Да. Хорошо. «Парам синь» заедает больше, кстати. Сколько раз слушала песню? Ну, я ее в плейлист добавила. Хорошо, отлично. Сколько раз, не могу сказать Не точно. можешь сказать. Ладно. Все, отлично. И Диана? Ну, Она если же твоим сказала, что не творчеством- слушает Не татарские слушала. Может, песни. твои Нет, слушай, поверь. подожди. Я знакома с твоим творчеством. Раньше, кстати, слушала песни твои. Из ранних песен я помню «Лейля». Так. Песня есть у тебя. Немножко, да, знаю новый твой альбом. Ага, Мне нравится песня в дуэте с Лейной «Шунды». хорошая песня. Вот. да. Ну и, в принципе, наверное, все. А Так. Лейля знаешь, да, прям хорошо? Ну, не хорошо, но слышала. Слушала, точнее, в одном время. Хорошо не знаешь, слова не знаешь, да? Нет, Не к сожалению, споешь сейчас? Ну ладно. Не смогу. Вторая строчка третьего этого. Провокатор, а? Провокатор. Ну, слушай, отлично, хорошо. Отлично. Так, ну что, вопросы все, насколько я понимаю, По-моему, да? да. Да, давайте девчонкам поаплодируем. Как можно громче. Ну что, девчонки, вам огромное спасибо за ваши ответы. И прямо сейчас, я думаю, для себя какую-то галочку, какой-то лайк ты уже поставил Ну, кому-то из обязательно. наших претенденток. Ну а я предлагаю прямо сейчас перейти ко второму раунду. И прямо сейчас заставочка. Оп, отлично. Поехали. Отлично, ну что, друзья, мы с вами продолжаем, и прямо сейчас время второго раунда. Мы прямо сейчас завяжем Марату глаза. Марат сам с этим справится, конечно. Марат, одевай повязку. Надеюсь, только глаза. Глаза мы тебе только завяжем, а участницы станцуют с тобой медленный танец. По итогу раунда Марат должен будет также поставить лайк кому-то из участниц, которая не только хорошо двигается, но и ту, которая поделится с ним своей нежностью и легкостью. Девчонки, вы готовы? Точно? Так. Все, я ложусь спать. Все, давай, дружище, я тебя вывожу прямо сейчас в центр нашего зала. Так, все. Yaşarsın deyip yazılar sayın Birge yürgen dağ bitine Utarttık biz zifakayın Yine de kuşlar jiller alır Amin yanım suya idim Şu şık
suyam Так, отлично, спасибо, Камила. Oyim sen yaşa qarama sen bizga yuraging sof sening birishmas sen kuzga oq qoyim yash qoyim sen o'lmay yashasin sening sof suyuving her yozda yashasin Suyam deding sen boshqani Shovlab qo'ydi zifa qoyim Isanmiding men yolg'izim Отлично, Наиля, спасибо. И прямо сейчас встречаем Диану. Диана, выходи к нам. har kun soyim Ko'rdim bugun yaproqlari Qo'yilar bizni yuzga Nega alinik sarg'aya Ertali solqin kuzga Oq qoyim sen yasha qarama sen bizga yuraging sof sening birishmas sen bizga Oq qoyim yash qoyim Диана, спасибо тебе. Спасибо всем девушкам. Так, Марат, я тебя увожу обратно. Все, здесь ты уже можешь снимать маску. Отлично. Подожди, давай в микрофон уж. Если какие-то эмоции есть, все-таки в микрофон У будем. меня голова кружится. Серьезно? Да. С такими девчонками потанцевать, такие еще бы, Ну еще да, бы. я а? и говорю же. Отлично. Так, ну что, давай немножко. Я понимаю то, что да, кто-то из девчонок, возможно, во время танца тебе понравился больше, кто-то меньше. Но я об этом не буду говорить. Да, ты об этом сейчас не будешь говорить. Просто вот свои эмоции. Вот что ты почувствовал непосредственно? Слушай, ну, не знаю, ну, еще, вот это передай, передай, пожалуйста, вот просит меня, да. Может, да, такая? Ну, слушай, мне было интересно как-то вот даже, ну, во-первых, сам танец, да, все девушки прекрасно танцуют, вот, никто не наступал на ноги, это уже отлично. Я тоже надеюсь, никому не наступил, девочки, да, ведь? Да, все отлично, да, ведь, да. Ну и, конечно же, мы поговорили, это как-то романтично. Кто вел танец? Каждый из танцев кто вел? Ну, девушки, конечно. Ну, я не знаю, как, блин. Ну, что за вопрос, кто вел танец? Ну, в любом случае, если должен говорить. Кто-то во время медленного танца, кто-то ведет, а кто-то Ведет. все-таки... Ну, у нас все было Взаимно. Взаимно, да. Самое главное, всё Вот хорошо. так вот. Ладно, все, ты сделал свои выводы, это самое Да, главное. конечно, Ну что, конечно. друзья, вот такой был у нас второй раунд, и прямо сейчас заставочка. О, пошла. Мгм. Так, ну а пока ты пьешь воду, я расскажу, что нас ожидает в третьем раунде. В этом раунде наши участницы подарят творческий подарок, который они подготовили специально для нашего гостя. Да, чье исполнение покорит сердце Марата, возможно, и станет той избранной. Так что, девчонки, собирайтесь. Вы готовы вообще? Тогда можем начинать третий раунд. Участница под номером 1, Камилла. Отлично. Да, лучше сидя. Можешь здесь стоять, да. Главное, чтобы тебя Марат сейчас не увидел. Я буду, конечно, следить за этим обязательно. Песня «Эх, жан дусхаем». О, поехали. Зайрар идем янарыңда сені сағынған сайын Эх, жан дұспайым, мен сан
сандугач син коем. Сойрар идем янарыңда сине сагынган сайын. Сойрар идем янарыңда сине сагынган сайын. Рахмет. Мы только растанцевались с Маратом, знаешь ли, да? У вас зал начал танцевать. Вау, круто, очень круто. Понравилось тебе, да? Блин, класс, Классно. вообще, Ты супер. знаешь эту песню? Я ее слышал, да, но сейчас не продолжу, если Не например, продолжишь. попросишь, да. Все, понятно. Огромное спасибо, Камиле. Давайте аплодисменты. Вау, круто. Хорошо. Наиля, ну скажи мне, готова ли ты конкурировать прямо сейчас? Да, я тоже спою песню. Давай. Тәуге тапқыр. Как мы первый раз увиделись, как раз символично. Возможно. Давай. Тәуге тапқыр күрдім ғашық болдым, тәуге тапқыр күрдім яраттым, жаныма сен йылдыз болып кірдің, ай болып юлымны яқтырттың, ай болып юлымны яқтырттың. Иңнәрім менің қанат бойда, ұшам бәрім бәхет елінде, күңелімді сен дүниялы алыда, қояш балқы ерік түрінде. Иңнәрім менің қанат бойда, ұшам бәрім бәхет елінде, күңелімді сен дүниялы алыда, қояш балқы ерік түрінде. Большое спасибо. Рахмет Бекзур. О, аплодисменты, друзья. Все классно. Ну это было мощно, я хочу сказать. Давайте еще раз поаплодируем. Давайте поаплодируем. Большое спасибо, большое спасибо. Классно. Диана. Я как-то вообще в кураж зашел. Диан, ты волнуешься. Пошел. Я вижу по тебе, что ты Немножко волнуешься. есть, да. Я хочу спеть свою авторскую песню. О, Называется «Сингашик». Сен қалдырдың ойларымны ярақта, йылдызды түннер бізні юата, қолдарыбыз тұташ мәңгіге, арабызда ялқын бірдә сүнмә. Күңеліңе мен кірем, бик тирән, бик тирән. Күзләремә син ғашиқ, мин беләм. Күңелеңә мин керәм, бик тирән, бик тирән. Күзләремә син ғашиқ, мин беләм. авторская Класс. песня, причем Очень еще креативно. представляешь? Вообще классно. Классно. Мне понравилось. Мне тоже понравилось. Очень клево. Мне кажется, после этого шоу я буду и за твоим творчеством следить. Вообще, девчонки, за вашим творчеством буду Спасибо следить. большое. Честно, мне очень понравился. Я обещаю, что я добавлю твой трек, именно этот трек, к себе в плейлист. Итак, ну что, друзья. Кто? Бывает, ничего страшного. Друзья, Надеюсь, все там наши зрители. Да, конечно. Все хорошо. Это они аплодируют просто начали. Техника женского рода, она имеет право покричать немножко. Все, вспомнил. Мы послушали. Давайте еще раз поаплодируем нашим прекрасным Оу. девчонкам.
Это было действительно очень круто, очень классно. И наступает, я так понимаю, все-таки тот самый момент. Я сейчас вот сижу и об этом думаю, что вот он, как ты сказал в начале программы, что наступит тот момент, и время так быстро пролетело, что я сейчас понимаю, что нужно, наверное, надо будет делать выбор, да? Да, конечно, естественно. Сегодня он, Больше нету никаких претенденток? заданий нет. Больше нет. Слушай, ну мы можем придумать прямо сейчас какое-то задание. Нет, да я так на самом деле. Хорошо, давайте уже, да. Может быть, если ты не можешь определиться, ты можешь задать какой-то решающий вопрос для наших конкурсанток. Это барабанная дробь сейчас такая, да, стоит? Вопрос такой, скажите, что вообще самое главное в жизни вот для вас лично? Что самое важное? Уроки философии от Марата пошли. Нет, ну просто интересно, реально, вот самое главное, что в жизни? Давай. Для меня самое главное — это моя семья, также творчество и духовность, вера. Отлично. Эля? Для меня также семья и саморазвитие. Не стоять на месте, идти вперед, что-то новое пробовать делать. Найти себя, реализоваться в своем любимом деле. Если ты не будешь счастлив наедине с собой, то, наверное, будет сложно дарить счастье другим. И, конечно же, это семья. Вот, я так скажу. Отлично. А можно я сейчас немножко правила нашего конкурса, так скажем, поменяю, да? Я сейчас задам вопрос от себя. Пожалуйста, можно? Не разрешили. Можно, да? Ну, давай. Девчонки, вот представьте то, что каждую из вас, да, вот просто то, что Камила тебя, Наиля тебя, Диан тебя, да, случилось так, то, что именно вас Марат сегодня выбрал. Первое, что вы сделаете после того, когда узнаете, что вы выиграли. Можем, Марат, такой вопрос? Да, почему нет, конечно. Прям, ну, мне вот интересно, да? Первое, я, наверное, его увижу. Ну, это самое главное. Он да. увидит меня. Затем все будет так, как скажет Марат. Он же мужчина. Все, отлично. Это была Камила, если что. Наиля. Супер. Ну, у меня, наверное, будет хорошее настроение. Я буду очень рада, скажем так, да. И да, в будущем мы посмотрим, что будет дальше. Хорошо, посмотрим, что будет дальше, Диан. Отлично. Посмотрю ему в глаза. Это самое главное. Да, посмотреть в глаза. И что ты хочешь увидеть в этих глазах? Понять просто. Правильно ли сделал? Понять. Нет, а глаза же это отражение души. Зеркало души, да, правильно говорят. Высыпается он или нет, да? Ты выспался, кстати, сегодня? Сегодня нет. Не выспался? Нет. Чем вчера так занимался? И вчера не выспался. И вчера не выспался. И ближайшие, да, давно не выспался. Конечно. Нет, хотя недавно я. И еще один вопрос, девчонки, лично от меня. Марат, я думаю, не будет против. Кто первый узнает о том, что вы выиграли? Зрители. Кто первый узнает? Ну, понятно, что зрители, да. То есть, кому первому позвоните или вы напишите сообщение? Кто первый узнает из родных, имеете в виду? Да. Близких, родных, друзей, собак, кошек, я не знаю. Муж! Который сидит в студии тоже, да, сидит? Мама, да? Мама в курсе вообще, куда ты приехала сегодня? Да, Отлично. конечно. Я оставлю пока в секрете. Я думаю, что я не скажу. Я расстанусь с парнем. Нет, через некоторое время, когда я пойму, что когда у нас пройдет общение, разговор с Маратом, тогда, наверное, я скажу то, что я вот выиграла, и вот появился молодой человек. Выиграла Марата. Выиграл. Главный приз нашего сегодняшнего шоу! Не выиграл, Где ваш выбрали. банд, ребят? Хорошо. Иля, кто это будет? Счастье любит тишину. Отлично. Тут у нас сейчас многотысячная армия-то смотрит, да, то есть как бы никто об этом не знает вообще абсолютно. Но из родных и вообще моего окружения, возможно, пока что. А следят сегодня за онлайн-шоу? Ну, Переживает за тебя кто-нибудь там? Может, кто-то следит. То есть ты никому даже не говорил? Ну, говорила, но я же не знаю, сейчас они сидят ли в данный момент. Там же будет вроде потом посмотреть можно будет. Нет, это понятно, но сейчас наше шоу идет в онлайне. Так, Я хорошо. понимаю, да. Да, отлично. И Диана? Диан? Ну, я думаю, моя подруга уже смотрит, поэтому она узнает первой. Она узнает первой. Да. Замечательно. Хорошо, вот такие ответы. Марат, я чем мог помог. Супер, вообще. Спасибо. Честно. Клевый Сейчас, вопрос. сейчас от тебя зависит. Вот это самая барабанная дробь, когда мы буквально через несколько минут узнаем, кто же станет победителем сегодняшнего
нашего онлайн-шоу. И кто же станет второй половинкой нашей супер-мега-звезды татарской и не только татарской, но и российской эстрады? Я знаю, тебя по всей России знают. Марат Яруллин, который сегодня пришел к нам на наше шоу, дабы выбрать Уже? ту самую. Готов? Честно, нет. Честно. Сердце. Вот сейчас сердце. Сейчас, подождите. А сразу троих можно выбрать, нет? Ну, всех. Ну, вот сейчас у меня как бы выступление, вот у меня альбом вышел, да? Ага. Сейчас выступление нормально, как бы, ну, деньги платят. Ну, я думаю, ну, троих сразу смогу. Сможешь содержать, да? Дамы и господа, вот так случилось, то что... Не, стой. Девчата все классные, все индивидуальные, все интересные. Все татарочки, да? Все татарочки, башкиры. Все татарочки, это тоже большой плюс. Ведущий тоже татарин, если что. Да, ну, как бы, да. Я в друзьях другого, возможно, да. какого-нибудь участницы, да. Участника, не знаю. Я Вот. женат, ты что начинаешь? Мне очень сложно сделать выбор, но, как мне кажется, сегодня со мной из этой студии вместе уйдет участница Камила, Наиля или Диана, кто? Участница под номером 3. Диана! Девочки, не обижайтесь. Диана, выходи к нам сюда. Марат, я приглашаю тебя тоже сюда. Это и есть Диана. Отлично. Марат, эмоция? Ты, ну, скажи. У меня аж микрофон перестал работать. Очень положительный, классный. Все девушки красивые. Ты прекрасна. Очень рад. Отлично. Ты доволен своим выбором? Конечно. Все, да. отлично. Конечно. Девчонки, вам огромное спасибо. Спасибо. Можете подойти в данный момент, обнять Марата. Давайте. Давайте. И да, мы вам говорим огромное спасибо за участие в нашем шоу. Спасибо, что посетили. Именно нас создали сегодня действительно такую эмоцию. Вам огромное спасибо, девчонки. Под аплодисменты мы их провожаем. Диана, ты остаешься с нами прямо сейчас. Кульминация нашего шоу. Прямо сейчас Марат Яруллин и выбранная им избранница Диана исполнят эксклюзивно Она песню. знает? Ты знаешь песню? Я постараюсь припев. Ты постараешься Да. припев. Отлично. Ну что, дамы и господа, огромное спасибо. Встречайте. Поехали. Давай. Bulutlu günlerde, yağmurlu günlerde, matur yanlarımda seni bulganda, yaratılan söylerden, mengvir yedilerden, canım taşıp durganda. Minga digen parsin, minga digen yarsin, behidim şaklımda, eldesin var yanımda. Minga digen parsin, minga digen yarsin, behidim şaklımda, eldesin var yanımda. Yanlarına kilem, yüreğini bilem, irinlerin süyen deyip pışıldı. Hislerini aşam, kıştay bulup uçam, mehabet tılsımla uluşundu. Birge minga digen parsin, minga digen yarsin, behitim şatlığımda, eldesin var yanımda. Minga digen parsin, minga digen yarsin, behitim şatlığımda, eldesin var yanımda. Gözlerimin nuru,
Yazlarımның jırı Sin hıyallarımның jilkenim Başka kirek tügül Sinin yanda küngül Şunu irkem biliyem Birge Minga digen parsin Minga digen yarsin Bexitim şatlığımda Eldesin var yanımda Minga digen parsin Minga digen yarsin Bexitim şatlığımda Eldesin var yanımda hey! Отлично, классно. Давайте поаплодируем как можно громче. Диана, я тебя от всей души поздравляю. Ты действительно, это был такой момент, когда мы действительно до последнего не знали, кто же станет сегодня твоей избранницей, именно твоей спутницей. Тот человек, который сегодня выиграет наше онлайн-шоу. Единственное, Марат, у меня к тебе вопрос вообще. Вот так. Что ты сейчас ощущаешь? Вот ты сейчас спел с Дианой вместе песню. Не знаю, какую-то теплоту прям. Теплоту, да, хорошо. Я надеюсь, это тепло, эмоции. это тепло ты уже частично передал нашей победительнице Диане. Да. Диан, мы тебе говорим огромное спасибо за участие. Ожидать будешь ты, Марата, уже за кулисами, потому что прямо сейчас начнется онлайн-шоу, именно онлайн-концерт. Классно. Ай, Спасибо вы большое. хорошая, красивая пара. Я действительно безумно рад за вас. Точно? Да, честно. Я Поверь очень мне, рад. поверь мне. Да, мы тебе говорим огромное спасибо. Можешь поклониться, прям как настоящий артист. Отлично. Все, и мы тебя провожаем за кулисы. Так, ну что, и прямо сейчас пришло время сказать, друзья, всем огромное спасибо за то, что это время вы были вместе с нами. До новых встреч. Следующий выпуск состоится специальный, кстати, выпуск будет 19 сентября, а гостем нашего 6-го выпуска станет Айдар Ракипов. Вот так вот. Быть может, именно вы станете второй половинкой известного певца, поэтому присылайте свои заявки в группу Иншев Татарша Жарлар и следите за новостями шоу, и до скорой встречи. Меня зовут Даниэль, всем хорошего вечера, и прямо сейчас оставляю вас в команде вот этого прекрасного парня, да, который Будем сделает... петь со мной. Я не Давайте буду петь, так. честно. Ты не будешь? Я не Ты можешь пою. пританцовывать? Пританцовывать? Иногда. Нет, смотри, только иногда выходишь и танцуешь. Слушай, не ну, всегда. там еще остались участницы, которым тоже нужно сейчас Хорошо. и номер телефона Давай. передать, и Спасибо. обменяться инстаграмом. Спасибо. Отлично. Спасибо Тебе огромное тебе. спасибо. Рахмат Бигзур. Рахмат. Все, всем удачи, пока. Вместе со мной поем и танцуем. Вот, поехали. Күрсә безнең сөю хакларына Утырткан бик матур чыршылар Синнән башка сөеклем дип хәзер Кемнәр мине, кемнәр каршылар Сагынырсың әле, сагынырсың Ялгышыңны үзең танырсың Бергә булган матур тормышларыны Кире кайтарырдай буларсың Сагынырсың әле, сагынырсың Ялгышыңны үзең танырсың Бергә булган матур тормышларыны Кире кайтарырдай буларсың Аңламый да калдым киткәнеңне Чит ятларга күзең төшкәнне Ничек синнән башка яшәрмен соң Беләсең бит өзелеп сөйгәнне Сагынырсың әле, сагынырсың Ялгышыңны үзең танырсың Бергә булган матур тормышларыны Кире кайтарырдай буларсың Сагынырсың әле, сагынырсың Ялгышыңны үзең танырсың Бергә булган матур тормышларыны Кире кайтарырдай буларсың Безнең сөю хакларына Утырткан бик матур чыршылар Синнән башка сөеклем дип хәзер Кемнәр мине, кемнәр каршылар
Sağınırsan hele sağınırsan Yalgışınmı üzek tanırsan Birge bulgan matur turmuşlarını Kiri kaytarday bularısın Sağınırsan hele sağınırsan Yalgışınmı üzek tanırsan Birge bulgan matur turmuşlarını Kiri kaytarday bularısın Sağınırsan hele Sağınırsan hele Birge bulan turmuşlarını Kiri kaytarday bularısın Едем дальше. Следующая песня. Подожди, Senin bilen benim uçraşu Buldum iken yuka kavuşu Uyumda, elde uyumda Esir etken meni karaşul Senin gözlerinden min közümni alamayım Adaştılar benim hisler Adaştılar tabamayım Üzgelengen canıma Tek için nişiksin anlatayım Bilmem nişiksin yuvatayım Birge ötken tatlı günlerini Kaytar almayayım yaktı günlerini Canımda sürülmüş yanımda Ernikhamın yara öterme Senin gözlerinden min közümni alamayım Adaştılar benim hisler Adaştılar tabamayım Üzgelengen canıma Tek için nişiksin anlatayım Bilmem nişiksin yuvatayım Yuka gütem seni bilemin Anlayalmayım benim yüreğim Sağına üzülüp sağına Başka yarının hazır suyganın Senin gözlerinden min közümni alamayım Adaştılar benim hisler Adaştılar tabamayım Üzgelengen canıma Tek için nişiksin anlatayım Bilmem nişiksin yuvatayım Senin gözlerinden min közümni alamayım Adaştılar benim hisler Adaştılar tabamayım Üzgelengen canıma Tek için nişiksin anlatayım Bilmem nişiksin yuvatayım Üzgelengen canıma Tek için nişiksin anlatayım Bilmem nişiksin yuvatayım Спасибо. Я думаю, я бы еще одну песню спел бы. Я так понимаю, сейчас будет медленная композиция. Если я не ошибаюсь, она называется «Язларыңнан кетмесин».
Yürekler yarsıp dipkende yazın şeşegi senden Akmaylarının mığlı kişi Şıkmı haman isenden Şımır çeşegi sekilse Uylar gülesinin hatta Yazlarından gitmesidim Bari tiksinin hakka Şımır çeşegi sekilse Uylar gülesinin hakta Yazlarından gitmesidim Bari tiksinin hakka Akşeşkeli bakşa buyu Yasayın seni küde Eşizin harı bu sukmaknın Kaysısı sina ilete Sukmak buylap gider idim Barır idim kapkanşı Yanlarında kalır idim Altanlarım atkanşı Sukmak buylap gider idim Barır idim kapkanşı Yanlarında kalır idim Altanlarım atkanışım Atkanı berge Sıklanıp karar idik Ömürge birge bulunu Hıdaydan sırar idim Şımır çeşegi sekilse Uylar gülesinin hatta Yazlarından gitmesidim Bari tiksinin hakka Şımır çeşegi sekilse Uylar gülesinin hakta Yazlarından gitmesidim Bari tiksinin hakka Yazlarından gitmesidim Bari tiksinin hakka Вот такая песня. Спасибо. И еще одну песню с моего нового альбома. Эту песню я очень люблю. Называется «Алгылярым». Здесь можно потанцевать. Ürlengen güllerime Sular sipten irkeler Hislerimden güldün buğay Kalmadın la öpkeler Al şeşke attı güllerin Günde sular sipkenge Ezilir eli üzegin Min isine düşkende Al şeşke attı güllerin Günde sular sipkenge Ezilir eli üzegin Min isine düşkende Güllerimnin şeşeklerin Karım her gün sıklanıp Bəxtli mizgillerimni İske alam şatlanıp Al şeşke attı güllerin Günde sular sipkenge Ezilir eli
Чәчкәләренең таҗларына Сибелә күз нурларын Хисләрем ташканга туды Күңелемдә җырларым Ал чәчкә атты гөлләрең Көндә сулар сипкәнгә Өзелер әле үзәгең Мин исеңә төшкәндә Ал чәчкә атты гөлләрең Көндә сулар сипкәнгә Өзелер әле үзәгең Мин исеңә төшкәндә Рахмат Бикзур, спасибо. Ведущий, по-моему, убежал, да? Всем спасибо. До новых встреч.